По проекту «Наш двор» здесь должны стоять мусорные контейнеры. Это двор по Фахридина 11, новая площадка для мусорных контейнеров. Но вместо них машины. Обещанные боксы управляющая компания так и не установила. Ремонт вот этот все не радует, потому что вся грязь вот там осталась. В подъездах очень грязно. У мусоропроводов ящики все сломаны. Оттуда идет, сами знаете, что запах, крысы, тараканы. Реконструкция двора здесь началась в начале мая. Подрядчиком выступила компания «ГУАТ». Техника работала все лето. Основную часть работ по программе «Наш двор» к 30 августа выполнили. Дополнительный объем – мусорные контейнеры, дополнительные скамейки и озеленение от УК. Скоро снег, на лужайках ни травинки и скамеек нет. Они обещали доукомплектовать скамейками каждый подъезд, но почему-то пока стоят по одной скамейке. По технике безопасности каждая площадка детская должна быть освещена, но почему-то стоит между двумя площадками и очень темно. Дети могут упасть. Много чего обещали. Траву, деревья посадить, вот это все голая грязь, вот это просто сделали как стоянку для машин. В основном. В исполкоме сообщили, по освещению вопросов нет. По озеленению управляющая компания ждет пожелания от жителей. Когда привезут мусорные контейнеры, зависит от компании «Сервис Гринта». Район заявку подал еще месяц назад. Почему срывают сроки, фирме отвечать отказались. Не вывезли вот даже корни деревьев. Здесь вот землю завезли так поздно, и здесь такую грязь развели. Во дворе на Джалиле даже не закончили земельные работы. Здесь повсюду мусор, горы, щебенки, работает техника. Только завезли чернозем для посадки деревьев и кустарников. Все в грязи, жалуются жители. Медленно идет. Но у них просто людей не хватает. Столько оставили земли, да, что у нас здесь будет, я не знаю. 100 раз звонила. И с администрации должны были прийти. Здесь тоже подрядчик ГУАТ. Они должны были закончить работу еще месяц назад. То, что чернозема вовремя не было, да. Я уж не знаю, я говорю, или у них людей не хватает, или как вот они... Ну, было неправильно распределено вот их работа. Почему сорвали сроки такой востребованной у населения программы? Этот вопрос мы задали генеральному подрядчику нашего двора. Да, у нас были небольшие задержки, были и проблемы с техникой, было где-то асфальт, где-то неорганизованность небольшая была. А так все работы, все асфальтовые, все тяжелые работы сделали. На сегодняшний день идет приемка дворов. По Джалиль 26-28 в рамках приемки дворов выявляются некоторые замечания. Недочеты были в этом дворе по нехватке чернозема и по двум входным группам по уклону асфальт-покрытия. Да. Сейчас подрядчик демонтировал и исправляет. Из 78 дворов в Альметьевске пока приняты только 65. О том, что идет пробуксовка, признавал и глава района. Много недоделок во дворах. Сами про них знаете прекрасно. Это касается и озеленения, это касается и установки махов, это касается там мелочей, которые не подобрали. Не знаю, сколько вам нужно времени, но объективно дальше октября эту работу точно оставлять нет, даже дальше сентября точнее. Успеют ли подрядчики и управляющие компании до первого снега? Если все службы и чиновники ответственно подойдут к вопросу, то работы должны завершиться 6 октября. Филюза Хамидуллина, Ирак Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.